Валейкум ассалам, брат. Азизхан, приветствую тебя на нашем канале Big Punches. Приветствую Привет. и тебя в том числе. Спасибо большое, спасибо. Азизхан, в такое, как говорится, нелегкое время для тебя, когда у тебя весогонка, как говорится, связался, вышел на прямой эфир с нами, я благодарен за это. Ничего, я вот как раз дела только закончил. Немножко вес гоняли, только вот домой пришли. Будем отдыхать до завтра. Я хочу еще раз всем сказать, что формат нашей беседы сегодня будет на русском языке. Конечно, желательно было бы лучше, если оно было бы на английском. Почему? Я скажу вам почему. Потому что, Азизхан, ты знаешь, я нахожусь в Америке, и Да. на нашем канале очень много матчмейкеров, которые живут и работают с разными промоушенами здесь, в Америке. И они интересуются нашими ребятами. Поэтому хотя бы мы будем говорить на русском, и по возможности, наверное, кто-то им переведет это наше интервью или нашу беседу, чтобы как можно больше вас знали здесь, на Западе. Я думаю, на Западе тоже скоро мы дадим о себе знать. В ближайшем будущем, я думаю. Иншаллах. Дай Бог, я буду очень рад, что если вы будете здесь также известны, насколько вы известны сегодня в России. Азизхан, я, честно говоря, не так уж много знаю лично о тебе. Я знаю, что ты профессиональный боец, у тебя 6-0 рекорд. Я видел твой крайний поединок на Fight Night. Блестящая победа, выдающийся нокаут. Я просто восхищался этим нокаутом. Расскажи нам так, вкратце о себе. Когда ты приехал в Москву, не будем всю историю начинать заново. Вкратце, когда ты приехал в Москву и когда ты начал заниматься профессионально ММА? Значит, в Москву я прилетел в 2018 году, в сентябре 2018 года. И буквально, так как я на любительском выступал, буквально через 2 месяца или 3 месяца я уже дебютировал на профессиональном ринге. Все свои профессиональные бои ты провел в России, правильно? Да, все бои я провел в России. Все. Практически одержал во всех вот так уверенную победу, да? Я бои точно. Один сабмишеном, остальные все нокаутом. Техническими нокаутом там. Последний бой нокаутом. А вот, Азизхан, вот к своему титульному бою, как твои подготовки проходят? Где ты проходил подготовку? С кем? Кто тебе помогал? Кто тебе помогает? В титульном бою, так как мы сейчас живем в Осетии, проживаем в Осетии, я готовился в Осетии в клуб «Патриот» в городе Беслана по боксу. На «Спартаке» на вольную борьбу ходили. Так готовился, потом уехал в Нальчик, в Кабардино-Балкарию по грэпплингу, проходил сборы там где-то неделю, и потом вернулся в Москву, в свой клуб, в Moscow Puncher Team, и дальше основная работа и весогонка, все вот здесь, в Москве. Как проходит твоя весогонка сейчас? Потихоньку все, идут последние килограммы остались. Завтра добьем их. Азизхан, в плане с финансовой точки зрения у тебя есть люди, которые финансово тебя поддерживают? Ну вот кроме брата, скажем, есть такие люди? Нет, таких людей нету. То, что спонсируют или что-то другое, то, что сами мы зарабатываем, вот это наши финансы. Понятно. Получается, вы параллельно еще как бы подрабатываете, работаете, или же... Не подрабатываем. У меня же контракт с White Knights. С White Knights чуть-чуть и так
на боях. Брат чуть больше зарабатывает на боях. И вот это все наши финансы, вот все. То, что своими руками делаем. Молодцы, ребята. Азизхан, а вот для многих было вообще вот удивлением то, что после одного боя, да, ну, конечно, этот один бой был очень таким зрелищным боем, скажем, но многие удивились, узнав, что у тебя будет титульный бой на Fight Night, потому что до тебя еще ребята дрались. И можно сказать, что ты будешь первым из Таджикистана, который будет драться за этот титул. Каково тебе? Это большой день для меня, для моей команды. Мы профессионально подходим к своему делу. Это большой рывок в моей карьере, можно так сказать. Как ты оцениваешь шансы своего соперника? Я в последнем интервью видел, он говорит, что, ну, как бы он хорошо высказался о тебе, с уважением к тебе относится, он недооценивает твой грэпплинг и борьбу. В бою посмотрим, я готов к любому исходу поединка. Что бы ни произошло, я готов к любому повороту. Ну, тебя ты больше стойки или... Я базовый ударник, до борьбы еще дело не дошло, но если доходит, посмотрим, что будет. Я готов. А вот как получилось так, Азизхан, что вы смогли взять титульный бой на AMC Fight Night? Что послужило тому? В чем секрет? Секрет, то исходя из моего последнего боя и в плане медийности я не вижу в Fight Night, кого знает народ, смотрят. Я думаю, это и для Fight Night тоже выгодно. Очень. Сколько просмотров у них там все. Можно вот обычно вот в их инстаграме даже посмотреть под постом, где написано Чоршанбе, сколько просмотров, сколько комментариев там. И можно смотреть под главным боем у Юсуф Раисова и Махно. Можно сравнивать с этим. И у меня еще вопрос, почему у меня не главный бой? Почему титульный бой не главный? А получается, Юсуф Раисов и Махно, они дерутся не за титул, но в главном бою. Да, получается так. Так ты такой вопрос задавал руководству лиги? Я руководству задавал вопрос, сказали, что Матч ТВ якобы купит это, бой Махно. Мгм. А то есть опирается на бой Махно и Юсуфа Раисова. Да. Ну, Матч ТВ в целом показывает весь турнир. Я на странице Fight Night видел вот как раз таки отрывок интервью твоего соперника. И там большое количество людей, которые тебя очень сильно поддерживают. То есть очень много болельщиков из Таджикистана, которые топят сейчас за тебя, поддерживают тебя всячески. И он как-то высказался, что многие, оказывается, болеют за него и хотят его победы, но в комментариях обратно мы видим, что многие, наоборот, таки поддерживают тебя и очень сильно топят за тебя. Да, поддержка очень сильно чувствуется, поддержка. Пишут в директ, в комментариях, очень мощная поддержка. Это Ага. мотивация дает, да. Поддержка чувствуется. И я безумно благодарен болельщикам то, что они это делают. Ясно. Еще такой вопрос, Азизхан, вот себя ты больше всего где видишь? Вот. У каждого спортсмена есть свои цели на будущее, там, в течение через 5 лет, там, или 3 года, 2 года. Где ты себя хочешь больше всего видеть? Несомненно, в UFC. Ты больше всего хочешь попасть туда? Да. Прозвище Red King ты выбрал именно из-за Рори Макдональда? Тебе нравится его стиль? Это брат мне сказал, что мы с Рори чем-то похожи. И так вот пошло-поехало Red King. Остался прозвище.
Ясно. Ну, может быть, где-то у вас есть сходство с ним. Наверное, может быть, в бою он также любил рубиться в стойке. Сейчас он выступает на турнире ПФЛ, если ты знаешь, да? Да, да, я смотрю, я наблюдаю так за ним. За кем ты еще больше всего наблюдаешь из своей весовой категории в UFC? 57 килограмм, да? 56. Я 57-61, вот так, мои весовые категории. Я Мгм. Доминик Круз иногда смотрю, а так остальное не смотрю. Понятно, понятно. И если, допустим, скажем, тебе посчастливится выиграть вот титул MC Fight Night, твои, ты после этого захочешь защищать этот титул в этой организации? Э, У тебя сколько боев по контракту в этой организации? У меня годовая контракт, у меня 2 года контракт с Fight Night. То есть в течение 2 года они могут тебе предложить сколько угодно боев или как? Разрешает своим бойцам выступать в другие организации. Так что я могу после титульного боя уже выступать где-нибудь за океаном. Понятно. А вот я порой иногда тебя вижу, Азизхан, ты бываешь на пресс-конференциях, вот этих кулачных боях, где кулачки проходят. Ты себя видишь в этих турнирах, ты хочешь выступать по кулачкам, или же ты просто туда идешь, чтобы поддержать брата как-нибудь? Там я так-то с братом хожу, но если варианты будут какие-то, там хорошо платят, медийности там тоже хорошо. Так что почему бы не драться? То есть ты не думаешь, что вот в кулачках ты меньше будешь уделять своему тренировочному процессу. То есть там ты будешь только драться в стойке, а здесь на IMC Fight Night или по ММА ты тренируешься практически во всех аспектах. Не, я тренируюсь каждый день во всех аспектах по ММА, то есть ну, на голых кулаках могу выйти вот с подготовкой к ММА. Там ничего особенного нету. Ясно. И где бы ты бы хотел выступить там? Мне абсолютно разницы нету, кто вес делает, спускается в моем весе или поднимается, без разницы. Я готов драться с любым. А вот по главному бою Махно Юсуф, твой прогноз можешь Я, его дум, я думаю, Раисов выиграет. то есть выиграть без особых проблем, думаешь? Ведь он выступал в другой весовой категории, в ACM выступал совсем в другой весовой категории. Это Да, весовая категория для него будет новая. он дрался в 66, потом поднимался в 70, и сейчас они будут драться в 77. Но я думаю, что он справится. У него есть масса, он где-то с 80 с чем-то гонял, так что с этим, думаю, у него проблемы не будет. Понятно, понятно. Я наблюдаю у вас в Инстаграме сейчас очень такое дружеское отношение идет с Нурулло Алиевым. Вы оба высказались очень хорошо друг к друге. Он дал прогноз на то, что ты нокаутируешь. Также ты высказался в адрес Нурулло, что Нурулло является топовым бойцом. Вы как-то пересекались, виделись друг с другом. Мы с ним пересекались только один раз. Это был на турнире AMC Fight Night в декабре, где мы оба дрались, оба выиграли. Особо не видели с ним, но он хороший боец, да. Мне Хорошая очень борьба у приятно, него. мне очень приятно наблюдать за тем, как вы, ребята, с друг другом ладите и друг друга поддерживаете. Я это очень приветствую, потому что именно здесь, в Америке, я как бы делаю все для того, чтобы наши ребята были вместе и друг друга поддерживали. И респект тебе и Нурулло
что вы вот так друг друга публично поддерживаете, потому что из всяких сторон, которые провоцируют вас, чтобы вы высказывали какие-то негативные слова в адрес друг друга, и чтобы между вами была какая-то потасовка, понимаешь? И то, что вы не поддаетесь этому, вы большие Да, молодцы, я за это сожалению, вас есть очень такие благодарен. люди, но я думаю, у них ничего не получится. Надо мыслить разумно, то есть не нужно вестись на провокации, и все будет хорошо. Все правильно, Азизхан, все правильно. Азизхан, я не хочу больше задерживать твое время, потому что как-никак у тебя весогонка, и я прекрасно понимаю, зная о том, как с ребятами я здесь проходил эту процедуру и каково им было в это время, я от своего имени, от имени всех подписчиков канала Big Punches, которые тебя непосредственно поддерживают, хочу пожелать тебе удачи. В твоем титульном бою это большой бой для тебя, для ММА в целом, для ММА Таджикистана. Выиграть такой престижный титул IMC Fight Night даст большое имя для тебя именно здесь. Именно этого не хватает сегодня для наших ребят, чтобы они могли заявить о себе на мировой арене, потому что нам нужны сегодня титулы. Такие титулы, как IMC Fight Night, ACA, потом Eagle Fighting Championship. Эти титулы вам откроют дверь здесь. Матчмейкеры больше будут заинтересованы. В принципе, я готов, если есть матчмейкеры, есть промоутеры, я готов драться в UFC, хотя хоть бы завтра. So, guys, я на английском скажу, если вдруг тут кто-то из этих ребят есть. Guys, this is Aziz Khan Chowshanbiev, 6-0. He's gonna fight in July 15 for the AMC Fight Night title in 56 kilo in light Flyweight division. featherweight division. So check him out. Very talented fighter. I believe you will like him. And in case this guy has a big desire to fight in UFC, so we wish him the best of luck. Азизхан, пару слов, что бы ты хотел сказать своим землякам, которые будут болеть за тебя в этот день, всем таджикистанцам, которые будут за тебя болеть? Я хочу всем сказать, чтобы были максимально внимательны. Бой может закончиться в любую секунду, так что не моргайте. Ну, удачи тебе, Азизхан. Успехов тебе. От души. Приятно было пообщаться, брат. Рад был знакомству с тобой, Азизхан. Это Взаимно. наша первая встреча, и она состоялась тут в эфире. И она не Успехов, последняя. удачи, Тамар, да, давай. Аллах бы все